сожалению, сегодняшний день классическая такая татарская кухня, традиционная. Так. Она действительно довольно тяжелая, довольно калорийная, относительно современного образа жизни у человека. И проблема не в том, что как бы в самой кухне, проблема в том, что когда эта кухня зарождалась, в каких условиях тогда жили люди. Ведь все это зарождалось тогда, когда человек, идя за едой, мог стать сам едой своей еды. Правильно? Нужны силы, Да. нужно много тепла. На сегодняшний день дома теплые полы, климат-контроль и все остальное. По факту, на самом деле, кухня, я считаю, должна меняться вместе с образом жизни. Здравствуйте, уважаемые друзья и сәмісіз қадірлі достар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Он научит нас сегодня правильно готовить и правильно есть татарскую кухню. Тимур Бикбулатов, фитнес-тренер. Тимур, привет. Как дела? Все супер. Тимур Бикбулатов, фитнес-тренер. Родился в Казани, имеет 2 высших образования – юридическое и строительное. С детства занимался вольной борьбой, но в 15 лет получил травму позвоночника. Пришлось уйти из спорта, в результате чего вес начал неумолимо расти. К 11 классу он весил более 100 килограмм. В 2015 году прошел кастинг на шоу «Взвешенные люди» телеканала СТС, в котором одержал победу. С 2016 года работает фитнес-тренером, занимается проблемами лишнего веса. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим птицу, индейку. Так. Индейку по-татарски. Приготовим некое такое, это будет кыстыбый, но он все-таки будет сделан с упором в полезность и функциональность еды. И отварим, сделаем к индейке правильный рис, потому что рис может быть правильным, может быть неправильным. Ну и как бы, наверное, все это потом попробуем. Окей. Я предлагаю это начинать. Командуй. Руслан, ну смотри, да? Давай начнем с риса, потому что это быстро поставили и забыли. Здесь у нас смесь нескольких сортов риса. Это бурый Так. и красный рис. И он правильный, нет у нас? Он правильный. А какой неправильный-то? Неправильный, пропаренный, шлифованный. Так. Рис, с которого снимается, вот здесь можно заметить, маленькая пленочка есть. Но на пропаренном и шлифованном Её рисе уже этой нету, да? пленочки нету. А за что она А отвечает, эта это пленочка? клетчатка как раз таки. Ее снимают полностью, и мы получаем простейший крахмал. А ты сам что будешь делать? Я, наверное, пока, друг мой, займусь индейкой. И попрошу тебя еще, наверное, заняться все-таки приготовлением теста. Все, Для кыстыбы. не вопрос вообще. Тесто это мое прям. Так, нам для теста, наверное, нужно молоко же, да? Да, Обязательно. давай возьмем молоко. У нас на кухне, знаете ли, только качественные и свежие молочные продукты. Просто Вообще, в молоко принципе. от агросилы. Наливаем Да. немного. Сколько? Давай лей. Мне кажется, все хватит. Отлично. Тимур, ну ты так очень уверенно себя ведешь на кухне. Я так понимаю, ты вообще знаток кулинарии, да? Ну, честно говоря, нет. На самом деле достаточно знать несколько таких базовых принципов приготовления пищи, иметь фантазию. Просто в свое время пришлось переучиваться, готовить пищу полностью, переучивать и самому переучиться, и переучивать тех, кто мне готовил пищу. Потому Так. что произошли очень такие серьезные кардинальные изменения в жизни, и, соответственно, они не могли не сказаться На питании. на питании, на отношении к еде, потому что это, ну, как топливо для машины. Друзья, если кто-то еще не знает, то я расскажу еще один интересный факт о Тимуре. Тимур, он у нас победитель, между прочим, такого телепроекта, как «Взвешенные люди». И... Да, Тимур, сколько весил ты килограмм на тот момент? Изначально, как бы, самая пиковая моя форма, на самом пике своей формы я весил 164 килограмма. Это, наверное, последняя цифра, которую я видел. 164 Да. кг. И сколько ты сбросил, получается? Ушло. Самый маленький вес мой зафиксированный я составлял 80 килограмм. Это получается 84. Ничего себе. А потом ты решил нарастить себе мышцу. У нас был, как ты помнишь, один сплошной кусок филе. Мы его разделили на 2 таких более-менее равных и прямых по форме. Что это? Прямоугольника. Мы делаем продольные надрезы для того, чтобы сквозь них специи и маринад наш хорошо проник в само мясо, пропитал. И обрабатываем это все аджикой. Так. Добавляем немного копченой паприки, именно копченой, и имбиря. И завернем сейчас в фольгу.
Так. Тимур, ну а что вообще тебя сподвигло участвовать в этом проекте? Я, на самом деле, с самого детства был очень полным ребенком. То есть я в первый класс, когда пошел, мой вес составлял 57 килограмм. В те времена толстым мальчикам жилось очень плохо. Но мне пришлось, чтобы мне жилось получше, чем остальным толстым мальчикам, я занимался всегда вольной борьбой. Так. Очень долго, много. И меня это в какой-то момент выручало и спасало тогда на улицах. Так. Но в 15 лет я получил травму позвоночника, компрессионный перелом позвоночника в 3 местах, и вся моя спортивная карьера закончилась. И вот именно в этот момент вес просто фантастически начал расти, потому что аппетиты и потребности остались также старые, а активность, она уменьшилась. она да, не то, что намного? уменьшилась, в ноль какой-то почти сошла. период, да, она вообще была нулевой, потому что там практически не ходил. Таким образом, как бы я попрощался со спортом и смирился со своей толстой судьбой. До тех пор, когда я понял, то, что на самом деле мой внешний вид, мое состояние напрямую отображается на моих детях. У меня сын, но он пришел домой, делал какую-то задачу по математике. Это можешь дать мне противень, я пока сложу. Да, конечно, Продолжу конечно. рассказывать. Держи. Готово. Он решал какие-то задачи по математике, и у него там проблема возникла, буквально вот, чуть-чуть. И я вижу по нему, что он не то чтобы не может, он не хочет. Ну, устал ребенок и не хочет. Тут, естественно, всякие бравадные речи от родителей. Мы все можем, стоит только захотеть. Вот он слушал минут 20, потом оборачивается и говорит мне: пап, если ты говоришь, что мы все можем, значит, ты мне врешь. Я говорю: почему? С чего такое умозаключение? Он говорит: ты сколько, вот я тебя помню, ты, говорит, все время ходишь и обозначаешь свою проблему с лишним весом. Так. Но сколько лет это все продолжается, ты ничего не сделал. Значит, ты не можешь или ты не хочешь? Ага. Потом он встает и говорит: иди сначала свою проблему реши, а потом будешь других учить. Тут, конечно, хотелось и подзатыльник дать, и батькиного леща ему подсыпать, но а за что, с другой А стороны? за что, за правду? За правду ведь не бьют. Ага. Давай закинем. Давай. Насколько мы ставим это в духовку? Мы ставим это на 40 минут, температура 180 градусов. Отлично, хорошо. Филе индейки с рисом. Филе индейки разрезали на 2 части и сделали небольшие надрезы. Натерли копченой паприкой, сушеным имбирем и аджикой. Завернули в фольгу и отправили в духовку на 40 минут. Подавать филе индейки будем с отваренным рисом. Давай в первую очередь сейчас попробуем рис. Его нельзя переварить, он должен сохранить все свои полезные свойства. Так. Температура не должна разрушать никакие там его внутренние элементы. Он должен остаться аль денде. Ну, Еще чуть-чуть. он прям пока очень сильно аль денте. Поэтому надо еще чуть-чуть, чтобы он Давай постоял. подержим. Да, Тимур, а аль денте это переводится как На зубок. на зубок или по-татарски пошибжить, наверное. А что такого в этом? Ну, почему На он самом должен деле, быть аль денте? когда пища любая, не только рис, это касается очень, на самом деле, сильно овощей, приготовления вот овощей, температурная обработка. Если мы доводим овощ или любой продукт, в принципе, до полной готовности, многие элементы полезные под воздействием термических эффектов разрушаются, и мы не получаем из продукта то, что можем получить. Вот картофель, кстати, должен быть аль денде. Тоже? Он не должен хрустеть просто, иначе он будет давать совсем другую консистенцию, и восприятие блюда будет неправильное, неадекватное. Подожди, я запутался. Он должен быть аль денте или нет? Этот картофель должен свариться в классическом варианте. Все, до конца. До конца. Чтобы из него вышло все просто. Да. Сейчас домнем маленечко теста. Надо тоже пробовать, что там с нашим картофелем. Так. И что в итоге, Тимур? Тебе, значит, сын сказал все это. Устами младенца гласит истина. Решил послушать его, и у меня были долгие моменты переживаний, во-первых, из-за того, что сын позволил себе так со мной. Но, с другой стороны, это плюс, он по-мужски поступил, да? А с другой стороны, он ткнул меня прям в самое больное, в самую слабину, прям вот самое-самое. И вот так, на самом деле, очень больно было на тот момент. Но без этого, видишь, пока нас не пнут как следует из зоны комфорта, мы ни о чем не хотим задумываться, нас все устраивает. Ну, люди вообще очень сложные выходят из зоны комфорта, это точно. И я начал присматриваться к сыну и начал немножко изучать детскую психологию и отношения ребенка с родителями. И к какому выводу, во-первых, я сам дошел, во-вторых, советовался со многими специалистами. Дети подсознательно всегда сравнивают своих родителей с другими. Для каждого сына его отец является супергероем. И вот это супергеройство, оказывается, нужно всегда доказывать.
А вот представь теперь, я весом 160 килограмм, и стоит какой-нибудь рядом папа, ничего выдающегося не сделавший. Вообще, допустим. Ну, к примеру, да? Просто он хорошо выглядит. Уже не надо никому ничего доказывать. Вот стоит супергерой, а вот стоит человек, который не может себя контролировать. Так, Тимур, перебью. У нас картошечка сварилась. Мне кажется, рис тоже уже готов. Он должен быть на зубок, а я вижу, что На на глазок. глаз. Я на глазок вижу, что он на зубок. Все нормально. Оставляем под крышкой, чтобы он немножко пропарился Так. сам в себе, скажем так. И в идеале туда добавить буквально чуть-чуть оливкового масла и перемешать, чтобы он не слипся, чтобы не произошли никакие Сейчас там все сделаем. процессы. Так. Что делаем с картошкой? Так, давай смотри, что делаем. Добавляем туда масло, берем вилку Так. и начинаем просто мять это всё. Вилкой? Вилкой. Может быть, у нас есть что-то специальное? Нет, не вилкой. Хорошо. Дай мне, пожалуйста, нож. То есть, мало того, что ты на тренировках надо мной издеваешься, ты еще и здесь решил, да, поиздеваться надо мной? Нормально. Ну, так вышло, друзья, так вышло, что с Тимуром мы знакомы, и я занимаюсь у него. Вот я хочу немножечко быть вот в форме, чуть-чуть хочу Побольше. больше. Давай всем пообещаем, еще и сюда всем пообещаем, что Давай я... ты пообещай. Да. Потому что от твоего режима, от твоего Вот, графика что это там, всё молоко, зависит. говоришь, не надо класть, да? Не, ну я обещаю, я по крайней мере стараюсь. Я же хорошо тренируюсь. Да, ответственно. Ответственно, это самое главное. Так, в итоге, Тимур, ты, значит, все, сделал выводы. Стал присматриваться ближе к своему сыну и как бы увидел те проблемы, которые как бы лежали именно во мне изначально. Это и неуверенность, и прочие моменты, связанные... Знаешь, с чем? Есть такой интересный момент. Вот у мужчины перед своим сыном Так. есть два авторитета в семье. Первый – это родительский авторитет, естественно, как у родителей. А второй авторитет – это авторитет мужской. Ну, да, логично. Они друг без друга не могут существовать. И если ты теряешь перед сыном мужской авторитет, автоматом ты дальше потеряешь родительский. Родительский. Потому что именно родительский авторитет у мужчины будет держаться на мужском. И когда ребенок внутри семьи теряет вот этот авторитет, это для него как путеводная звезда, как пример, даже если он об этом не говорит, он начинает этот авторитет искать в других местах. И, соответственно, как бы, Соответственно, может пойти куда-то... кривая может туда. вывести совсем не туда, и это будет самое, что интересное, вообще не вина ребенка. На тот момент у нас отношения вот после этого такие стали. Привет-привет, пока-пока. Что-то объяснять, что-то еще ему говорить, рассказывать, обещать смысла никакого не было. Настал момент просто взять и делом доказать. Что Ты сделал. что я сделал. Ну, слушай, ну ты же не сразу пошел в этот проект участвовать. Ну нет, проект на самом деле это вообще чистая случайность. И это, наверное, потому что как бы, нас все-таки Вселенная любит и нам дают то, что мы хотим, если это правильное, экологичное наше желание. Я начал худеть самостоятельно, как бы знаний особых никаких вообще не было. Была куча мусора из интернета, которую даже из-за отсутствия какой-то даже базы знаний невозможно было отфильтровать. Поэтому я начал делать? Я стал каждое утро вставать на 2 часа раньше и просто эти 2 часа ходил. Стал 5 раз в день есть. Что единственное я понял, то, что нужно есть чаще, меньше, но чаще. Стал есть 5 раз в день. Просто старался откровенный пищевой мусор не употреблять. Сократить, естественно, сладкое, что начало давать свои плоды, свои результаты. И со 164 килограмм самостоятельно я похудел до 153, после чего мой вес встал. Извини, но сейчас моя работа тоже встала, и я тоже не знаю, что Вот делать теперь дальше. давай, смотри, мы разогреваем сковородку. Так. Сковородка должна быть с хорошим антипригарным покрытием. У нас есть такая. Давай, разогреваем ее и на нее выкладываем фарш. Так. И в итоге дальше. Когда я стал весить 153 килограмма, и у меня возникли проблемы с дальнейшим похудением, я уже в какой-то момент отчаялся, подумал, ну все, значит, не судьба, мне всегда нужно быть толстым, туда-сюда. Но продолжал делать то, что делал, пока не случился один такой момент. Я занимался строительством, ехал на загородный объект, и мне звонит мой лучший друг и говорит, вот у тебя есть 2 часа времени, чтобы оказаться в таком-то месте. Так. Я говорю, что это за место? Он говорит, ну вот просто поверь мне, сколько лет ты меня знаешь, я тебя, говорит, хоть раз обманул? Я говорю, нет. Я долго стоял, минут 15, думал, потом, почему бы и нет. Я приехал. Приехал, оказывается, в казанский офис телеканала, который осуществлял трансляцию как раз шоу нашего. К огромному баннеру с надписью «Последний день кастинга на шоу «Взвешенные люди». У меня оставалось меньше часа.
до окончания кастинга. Я туда зашел. Причем я понимал, что если я сейчас открою эту дверь, я оттуда уже не выйду. Обратно. Таким же человеком. Выкладываем? Все не нужно. Давай. Все не нужно? Давай Половинку? посмотрим, половинку пока сделаем. Хорошо. Ага. Сейчас берем лопатку и начинаем жик-жик-жик, чтобы она котлетой не зажарилась. В итоге прошел медкомиссию, съездил в Москву на второй этап кастинга, потом третий этап, это была мощная медкомиссия уже непосредственно в Москве в больнице. Все прошел и ждал, просто несколько месяцев ждал ответа. В итоге дождался, Так. ну и как бы все. Как ты попал? Слушай, ну... Невероятная история, невероятная. Ну и забегая сразу вперед, просто... Ты победил всех. Я тебя поздравляю еще раз. Это действительно победа, самая настоящая. Так, Тимур. Я первый раз жарю фарш без масла. Да-да, отлично. Получается же неплохо. Неплохо, вполне, Ну, смотри, да. вполне неплохо Ты видишь, получается. он не кипит, не пропитывается там никаким жиром, который мы добавили Да. снаружи, да? То есть просто непосредственно формируется структура мяса. Тимур, все у нас, курочка пожарилась. Вот фарш. Что туда добавить надо? Пока фарш горячий, добавим туда копченую паприку немножко. Все, прекрасно. Перемешиваем и вываливаем фарш в картофель. В картофель. Прям надо будет перемешать, да? С картошкой. Так, Тимур, ну, начинка у нас готова. Лепешки у нас практически готовы, осталось только пожарить. Сейчас, я думаю, мы прервемся на рекламу, после которой вернемся и продолжим. Уважаемые телезрители, вы вновь смотрите «Секреты татарской кухни». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях фитнес-тренер Тимур Бикбулатов, победитель проекта «Взвешенные люди». Невероятный человек, просто невероятный. Он такую историю классную рассказывал. Ну, Тимур, ну смотри, после проекта твоя жизнь, я так понимаю, вообще кардинально поменялась, да? Но моя жизнь на самом деле кардинально поменялась еще до самого начала проекта. Так. То есть, когда я узнал то, что я 100% прохожу, и в составе участников я закрыл компанию свою, в которой работал. Порвал абсолютно со всем прошлым, со всем тем, что держало меня в том состоянии. Так. И ушел на проект. То есть, вернувшись с проекта, у меня не было ни работы толком, Так. ничего. Но ты когда понял, что ты все-таки будешь в этом направлении двигаться? Все, вот В тренировки. этом направлении я решил двигаться еще на самом проекте. Потому что, ну, на самом деле, столкнувшись с спецификой похудения как бы толстых людей, Ага. она все-таки отличается. Там нужно человеку скинуть 50 килограмм или скинуть 5 килограмм. Так. То есть, если 5 килограмм это лишь погрешность, то 50 килограмм накладывают очень серьезные физиологические изменения на сам организм. И стандартные методы, они могут просто человека уничтожить. Тимур, ну а дай советы все-таки, ну, советы для наших телезрителей, да, может быть, кому-то будет действительно интересно. Как лучше сбрасывать лишний вес? Все-таки тренировками или правильным питанием? Ну, давайте разберемся, да? Что такое правильное питание? Правильное питание в данном вопросе это будет лечение нашего организма. Так. А тренировки – борьба с последствиями от предыдущего неправильного питания. Поэтому применять что-то одно, когда в Это совокупности бессмысленно. нужно, да, комплексное лечение, оно не то что бессмысленно, оно даст какой-то полуэффект, который не будет иметь ни продолжительного воздействия ни никакого на тебя, ни психологического какого-то серьезного воздействия. Тимур, итак, мы пока лепешечки жарим. А если ты мне вот дашь ложечку, я, наверное, буду накидывать уже начинку сразу. Да, конечно, все есть. Слушай, Тимур, а мы вот сюда молока не добавляем. Нет. А к кислой молочке как ты относишься вообще? Знаешь как? Ну вот на самом деле можно какой-нибудь кефирчик в прикусочку. Было бы, наверное, нормально. У нас есть, смотри, прекрасный кефирчик. Ты не против? Я только за. Все, это хорошо. Тимур, ну 3,2 у нас процент жирности. Ну, у это хорошо же. кефирчика. Да, в принципе, кисломолочку до 5% можно вообще не боясь ничего абсолютно употреблять. Просто все обезжиренный творог, Ну обезжиренный. нет, как творог обезжиренный. Во-первых, многие компоненты без жиров вообще не усваиваются. Они просто на вылет проходят насквозь наш организм и все. Потому что у нас как бы для усвоения одних элементов нужна водная среда в желудке, для освоения других элементов нужна жировая среда в желудке. Соответственно, как бы кисломолочку обезжиренную употреблять, но это ничего из того, что она тебе может дать, значит не взять. Понятно. Ваше здоровье. Ваше здоровье.
Тимур, ну смотри, все считают, что татарская кухня, она немножко неправильная, неполезная и так далее. Это правда или нет? И может ли быть она полезной? К сожалению, на сегодняшний день классическая такая татарская кухня, традиционная, Так. она действительно довольно тяжелая, довольно калорийная и, ну вот если так сказать, относительно неправильная, относительно современного образа жизни у человека. И проблема не в том, что как бы в самой кухне, проблема в том, что когда эта кухня зарождалась, когда появлялись эти блюда, в каких условиях тогда жили люди. Ведь все это зарождалось тогда, когда человек, идя за едой, мог стать сам едой своей еды. Правильно? Нужны силы, Да. нужно много тепла. На сегодняшний день кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией в автомобиле, дома теплые полы, климат-контроль и все остальное. По факту, на самом деле, кухня, я считаю, должна меняться вместе с образом жизни. То есть, Так. если у тебя падает необходимость вот в такой калорийности одного блюда, значит, нужно его уменьшать. Каким образом? Придумывать другие варианты. Так, а мы тем временем, смотри, все уже сюда делали практически. Вот у нас осталась еще последняя лепешка. Сейчас мы ее, оп, сделаем в нее начинку, все сделаем и уже приступим к тому, чтобы пробовать все. Костыбы с картофелем и куриным фаршем. Для начинки картофель отварили, слили воду, добавили кусочек сливочного масла и размяли вилкой. Куриный фарш обжарили на сковородке без добавления масла, приправили копченой паприкой и смешали с картофелем. Из яиц, молока и муки замесили пресное тесто. Тесто разделили на небольшие шарики, раскатали в тонкие лепешки и выпекали на раскаленной сухой сковородке. Лепешки свернули пополам и наполнили подготовленной начинкой. Тимур, мы с тобой невероятные молодцы. Мы все приготовили, смотри. Давай пробовать уже в конце-то концов. Давай ты первый. Давай, я с удовольствием. Я тебе вообще доверяю. Если Советую воспользоваться соусом аджика Так. обязательно к мясу. Мгм. Все-таки в татарской кулинарии соусы к мясу, они как бы имеют место Они быть. нужны, да, обязательно. Хорошо. Это у нас индейка, да, ведь? Мгм. Она не соленая вообще, как ты помнишь. Прекрасная она. Очень сочная. С аджикой так вообще самое то. Это очень быстро, очень вкусно и очень полезно. На Да? самом-то деле. Да? Угу. Ну что, теперь наши костыбыки, мне кажется, нужно уже. Ты вот их ждал, да? Пробуй я. Там картошечка, тесто, курочка. Я этого жду. С чаем. С чаем. А еще и сливки туда в чай. Давай. Огонь. Давай. Можно? Поехали. Ну мы же на тренировке отработаем потом. Ну, сегодня это же всё. прям мы сегодня Сегодня же все отработаем, честное слово. Мы обещаем. Пробуем? Вот просто без комментариев. Ребят, костыбы с куриным фаршем. Это очень вкусно. И с паприкой, да. С копченой паприкой. Она, кстати, очень дает вкус. Реально дает вкус. Прям действительно хороший. Сегодня Тимур рассказал нам, как можно вкусно, а главное полезно готовить татарские блюда. Дорогие друзья, перестаньте сомневаться в своих силах, в своих возможностях. Поверьте, у вас они безграничны. Просто поверьте и начните хотя бы что-то делать. Ведь без маленького шажочка не начинается ни один большой путь. И, конечно, не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНТ. Это был «Секрет татарской кухни». Всем спасибо. Сау вас! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.